Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе на сегодняшний день в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. Мы живем с вами в режиме повышенной готовности к распространению новой коронавирусной инфекции. На 15 октября 2020 года на территории республики зарегистрировано и выявлено по данным управления Роспотребнадзора 130 новых случаев новой коронавирусной инфекции. На город Якутск приходится 83 случая. Необходимо обратить внимание, что такое большое количество случаев, в том числе и на город Якутск, уже нам не создает проблем с госпитализацией и оказанием медицинской помощи, в том числе на территории города Якутска. На настоящий момент в связи с увеличением непосредственно работников на колл-центрах, в связи с увеличением количества коек и перемаршрутизацией ряда пациентов, данная проблема разрешена. 6 случаев зарегистрировано в Жиганском Улусе. На эту ситуацию также находится под контролем, и она связана всего лишь с единичным случаем завоза вируса на территорию района. На территории Жиганского района работала специализированная бригада Министерства здравоохранения, вся помощь оказывается. Отдельные случаи от 4 до 5 случаев, а также и меньше, зарегистрированы в большинстве районов нашей республики. Это говорит о том, что сегодня, в принципе, коронавирусная инфекция как вирус распространяется и распространился по всей республике. И, соответственно, для нас сегодня стоит задача, отрабатывать так, чтобы все лица были изолированы, госпитализированы и оказывалась медицинская помощь. Этим сегодня и занимается управление Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. Я приношу соболезнования тем семьям, чьи летальные случаи мы сегодня получили за последние сутки. Это 2 случая. За сутки обработано у нас было 5254 анализа. Всего у нас с начала пандемии обработано 544 591 тест. Якутия так и остается в лице лидеров по тестированию и, соответственно, по выявлению новой коронавирусной инфекции. Мы уже говорили о том, что указом главы Республики Саха-Якутия усилен режим, связанный с нахождением на рабочих местах лиц, которые имеют подозрение либо по острым респираторным заболеваниям, либо по коронавирусу. Еще раз обращаю на это внимание. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия на работодателей возложена новая обязанность, которая находится в рамках и указ издан в рамках режима повышенной готовности. Отстранить от работы работника, который заявляет о том, что один из членов его семьи заболел острым респираторным заболеванием. Поэтому сегодня к этой обязанности нужно относиться очень четко и последовательно. Необходимо обратить внимание, что сегодня Министерство труда Республики Саха-Якутия провело оценку анализа лиц, которые должны уходить на удаленный режим работы. На настоящий момент практически все учреждения Республики Саха-Якутия, республиканского подчинения, порядка 50% ушли непосредственно на удаленный режим. Я думаю, что данные меры, они позволят нам снизить в том числе нагрузку на учреждения здравоохранения и, разорвав социальные связи, не снижать распространение новой коронавирусной инфекции. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее вас ждет выпуск новостей. Владимир Путин заявил о регистрации в России 2-й вакцины от COVID-19 и готовящейся 3-й. Экологи Якутии напомнили, что лесной бизон не является объектом охоты. Селекционеры поделились первыми итогами эксперимента в рамках программы «Арктическая бахча».
Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19. Речь идет о препарате под названием Эпивак Корона, разработанном Новосибирским центром «Вектор». Кроме того, президент России заявил, что на подходе и третья вакцина от коронавируса, производителем которой является Центр исследований и разработки препаратов имени Чумакова. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что первые 60 тысяч доз новой вакцины от «Вектора» будут выпущены в ближайшее время. После этого «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных регионах России. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире. Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину из рубежом, но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего во всяком случае на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах,